По якутскому народному календарю ноябрь Шитыни является месяцем хозяина леса, животных, птиц, рыб, покровителя охоты, доброго, щедрого, мудрого и справедливого Байная. Жители Якутии издревле славятся соблюдением традиций охоты, рыбалки и бережном отношении к родной природе. Вековые традиции должны сохраняться и передаваться из поколения в поколение, чтобы с детства воспитывать чувство любви к природе, родине и привить навыки, умения охотиться, рыбачить. Каждый год в ноябре месяце, как только лед окрепнет, мы со школой АИГТ, где учатся мои братья, ездим на знаменитую подлетную рыбалку на карася, называемую мунха, а весной ездим на куюр. На рыбалку у нас ездят только мальчишки и их отцы. На подлетную рыбалку я с папой езжу с 5 лет, поэтому хочу сегодня вас познакомить со всеми премудростями традиционной якутской рыбалки. Мунха – подлетная рыбалка – наш традиционный промысел. Такого вида рыбалки больше ни у одного народа нет. По значению и массовости мунха стоит на втором месте после ислаха. Выловленная таким образом в большом количестве рыба помогает пережить суровую якутскую зиму. К месту вспомнить поговорку «Один день год кормит». Якутский карась не просто рыба. В голодные годы якутов спасал карась. Жирная рыба – отличный источник белка и кальция. Подлетный лов карася – дело это трудоемкое, требующее слаженной работы многих людей. Поэтому и нужен обязательно кто-то старший знаток мунхи и данного озера. Вот этот дедушка Федор Федорович каждый раз умело руководит всем процессом. В начале праздника слово дается самому почитаемому человеку, который кормит водоем и просит у духа охоты и рыбалки Байная удачи. Невод мунха имеет два крыла, каждое из которых может достигать в длину 100 метров и больше. В месте, где они сходятся под углом, располагается матка, специальное отделение, куда сбивается вся рыба, захваченная крыльями. Сначала одни готовят невод к спуску, другие в это время прорубают пешней большие полыни и чердак на местах спуска и вытаскивания невода с добычей. Между ними продольно с двух сторон делаются лунки, по которым будут тащить так называемые крылья. Концы невода к ним привязывают веревки с палками. Когда в большую прорубь спускают невод, то палки идут под лунками, где их ловят деревянным крюком и пускают дальше, и так до самого места вытаскивания матки в центре невода. Во время движения сети отдельная бригада с шумом и криками, постукивая по льду палками, загоняет рыбу к главной проруби, где встречается с теми, кто тянет невод. Вот там мы и работаем. Нам эта работа по душе. Можно даже немножко поиграть. Нас называют ныры-гитар. Ныры – длинная березовая палка, которую вставляем в прорубь и ударяем ими по дну озера. Оба крыла обязательно тянут порознь. Во избежание запутывания сети часто бывает, что невод наталкивается на коряку. Тогда приходится его вытаскивать и повторять все заново. Улов мы всегда встречаем радостно. Карасей черпают прямо из проруби. Большими сачками и выносят на специальный расчищенный лед. Так вкусные караси подвергаются быстрой заморозке. Есть твердое правило – одаривать уловом всех. Если улов удался,
то рыба достается и тем, кто не участвовал в мунха. Эта традиция пришла из глубины веков, когда люди, не могущие рыбачить, приходили на мунху и наблюдали за процессом, но после окончания уносили домой свежих карасей. Такова традиция. Иногда мы домой приезжаем поздно, уставшие, но все это проходит. Когда мама радуется: молодец, сынок, мужчина растет, добычу принес. Вот что главное. Таким образом, каждый год, участвуя в подледной рыбалке Куюр и Мунха, я узнал, как пользоваться спешней сныры, почему и как соблюдать традиции предков. Народ Саха всегда воспитывал мальчиков любить и беречь природу, знать законы тайги.